Ай, молодцы! Здравствуйте, дорогие господа! Песни петь умеете? Молодцы! Проходим! Пропускаем! Мы теперь не остановимся! Хорошо, у меня в садочке пушистая вишнёчка, зеленочка, грибочки. Сказал купец своим слугам и нам, свахам, идти в разные концы света и искать, где же есть семьи, у которых есть невесты на выданье. А мы взяли и пригласили. Мы выходим, начинаем озорные песни петь. Затыкайте, люди, уши, чтоб со стульев не светить. Эх, подружка дорогая, про нас знает весь народ. Без тебя никто не спляшет, без меня не запоет. Платье праздничное оденем, замараем, выманим. Но найдем невесту здесь, самую любимую. Мы для вас старались, пели, а слезу пустили. А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам налили. Да не нам, а гостям. Встречай, купец, батюшка, гостей сердечным радушием, по нашему обычаю славному. Приветствую вас, гости славные, да желанные. Вас позвал повеселиться, добрым делом поделиться. Мы купцы знатные, много видевшие, много мест красивых объездившие. Диковинку ищем. Прослышали, что товар у вас есть качественный? Всем людям на загляденье. Хотим посмотреть. Ну что ж ты, батюшка, забыл, что ли? Гостя нужно сразу встретить, добрым словом приветить и как надо угостить, а потом уже, да и спросить. Так устроим же мы пир, чтоб гремело на весь мир. Сегодня к нам на смотриной приехали гости из разных уголков нашего района. Давайте же поприветствуем друг друга. Наши аплодисменты и внимание богатырской компании. С Воронеж приехали сваха и невеста. Приподнимитесь вместе с друзьями с места. А из Азина друзья и родственники есть? Мы очень рады, что вы сегодня с нами здесь. А теперь приветствуем поскорей из Ветрина долгожданных гостей. Встречаем соседний регион. Из Зеленки гостям наш самый низкий поклон. Все встречи отменив, дела свои забросив, приехали к нам из Малого Ситна гости. Из Кушлик приехали родные друзья. Без вас нам сегодня, ну никак на празднике нельзя. Все приветствуем друзей, дружней из Острощины гостей. А сейчас встречаем соседний регион. За Озерцем наш тоже низкий поклон. Ну, конечно, приветствуем же поскорей из Полоты гостей. Приветствуем команду Экиманского сельского совета. Для купца они приехали сегодня тоже с невестой хоть куда. Привет всей этой команде. Есть агрогородок, который многим нравится. Рудня он называется. Аплодисменты руднянским гостям.
Природа наделила этот край дарами. Из этих мест сегодня гости сами. Наше горячее приветствие горянской команде. Люди добрые, гости любезные, открываем смотрины невест мы. Нужна такая жена, чтоб всю жизнь была верна, чтоб могла доить коров, наколоть на зиму дров, и еще могла борща деревенского сварить, и такого же, как я, гармонистом не родить, и такого же, как я, гармонистом не родить. Эх, поселок, поехали в поселок, мы с гармошкой девок завлекать. Эх, поселок, поехали в поселок, мне невесту будем выбирать. Молодая у нас стыдная девчина, приват женишок тоже молодчина. За пригожей карточкой у сваты приехали, посватали, погуляли и домой поехали. Посватали, погуляли и домой поехали. Здравствуйте, люди добрые! А ты что, Михаил, тут делаешь? А ты? Как что? Я вот красавицу-девицу Аленку на все руки мастерицу этому купцу нашему представить пришла. А твоя Груня где? Не боись, не пропадет. Сейчас докурит и придет. Как, значится, а у моей невесты есть Зуб золотой. А вот у моей Аленки характер золотой. Ай, добрый, на всем свете не сыщешь а у моей молодой есть голос с хрипотцой. А вот у моей Аленки голос тонкий и звонкий. Она говорит, словно ручеек журчит. Груня, выходи скорее, Груня. Ой, да говорят, твоя молодуха глуховата на правое ухо. Зато на этом ухе полкилограмма серьга золотая бринчит. А глухота семейному счастью не выйдет. Моя невеста рано встает, по хозяйству справляет, да песню поет. Ты об этом особо здесь не кричи. Ну так понятно, твоя ж Груня еще в это время спит на печи, да почесывает брюхо, потому что с вечера была под мухой. Моя молодая уважает и батюшку, и братцев, слово свахи дают. Ой, я-то слыхала, как она победила своих братьев в кулачном бою. А вот моя молодуха братьев и отца почитает, за стол сажает, пирогами угощает. Вот так. А у моей два красных диплома. Ой, за то, что дошла дорогу от метро, где их купила до дома. А моя много книжек прочла. Угу. Да хоть бы нас них на пилюку, эту вот пылюку смела, да. Надо умным быть, а не отказаться. С умом за любую работу браться. Вот моя Алена с любой работой справится, а через это свекрови своей понравится. Да и купцу, конечно, понравится. Да. У нас товар, ваш купец. Наденька, Надюша, карие глаза, губки как малина, девка и коза. Хороша на диво, Бог не обделил, пусть нашу невесту весь увидит мир. Растет калина, зажженной гнездой, забирай невесту, увозь с собой. Растет калина, зажженной гнездой, посмотри на Надю, эх, хороша с тобой. Вышла сваха в гостей, завела частушку, гуляночка пошла, вот на цыганку. Зарядный душа, зарядная душа, и гуляночка пошла, вот на цыганку. Добрый день у вашу хату, хай вам счастья полным буде, и здоровья вам богато. Сёння до вас приехала шмат гостей с нашеземных властей. Сустракайте же нас, а мы явились из Воронеж до вас. Привезли вам невестушку, Дарьюшку вашу, нашу на смотрины к вам. А на стене висит пальто, меня не сватает никто. Выйду в поле, закричу: кара!
завитали мы до вас. Глазать, милая, не станем, знаем мы, что говорим. Вам невесту представляем, искуплением своим. Про нее все люди скажут, и красиво, и умна. Всех за озере девчата, ей завидуют сполна. Голосея фигурой и мордашкою мила. Может, я чуть-чуть и дура, но зато красивая. Что ты, Аня, так критична? Не пугай ты женихов. У тебя все в жизни личной тоже будет хорошо. Расчудесная невеста в нашем тереме живет. Красоты великолепны. А что за пироги печет? Умница, разумница, в доме чистоту ведет. Ручки золотые, глазки озорные. Добра и красавица. Ну как вам, сваты, нравится? Очаровательная невеста. От счастья светятся глаза. Улыбка, словно лучик света, а в сердце только доброта. Плечики творожные, рученьки пирожные. Поприветствуем невесту нашу дорогую. Свет еще не видел нежную такую. Мы невесту взяли молодую, нашу золотую, замуж такую. Рожонка тонет, день перед каноне, весь ты голос пойдет, а такую не найдешь. Здрасте, гости дорогие! Мы расскажем вам сейчас про невесту молодую. Удивительный рассказ. Расчудесная такая, в полоте у нас живет. Красоты великолепной. А что за пироги печет? Хороша у нас невеста, что пером не описать. Каждый парень, как увидит, сразу хочет в жены взять. И стройна-то, как береза, и глаза, как озерца. Красоты такой чудесной, что аж светится с лица. Да приданное какое! От дворца дадим ключи. Да такой, как наша краля, лучше даже не ищи. Не найдешь нигде такой милой, молодой. Торговаться ли время, сваты? В мире больше нет такой. Мы Иришку свою замуж не отпустим, а безденежных сватов на ступенях спустим. Добрый день у вашу хату, щиро вас вітаєм, доброго здоров'я всім вам жадаєм. А приехали мы с Кушляковской земли. Земля наша славится бульбой доброй, поэтому у нас у приданном тоже оно мается. А привезли мы свою невесту, Аленка ее звать. Добрая, сумленная, а якая же она работящая. Нас невеста молодая, пригожая, молодая, имеет прекрасный язык, в хате прибирать. Имеет прекрасный язык, в хате прибирать. Мужу погудеть умеет, жаловать и хвалить. Я где-то родился, когда тихий рожден. Я где-то родился, когда тихий рожден. Ёсь паночку золотых, вязем до меня весу, як сам ты. На меня хожу, стараюсь, что не вам я не зубов, а уже ровно я спеваю про радугу и любовь. А те
где купец? Купец живой, сидите тут. Ай, сват ты мой, сват мой родненький, я пошукала за пупку в голодненький. Играй моя гармошка, пока есть у нас картошка, как картошку да ядим, и гармошку приноси. Посмотрите на невесту, на ее походочку. Для любого жениха завидная находочка. А когда плясать пойдет, что-то вдруг случается. У мужчин, как по команде, что-то поднимается. Чувствуется, идет дело в оборот. Эх, топни нога, эх, топни друга. Знаем точно, свадьба будет, заманили жениха. Вот невестушка моя, из горян ее родня. Отец давно хлопочет, девку замуж выдать хочет. Что ж, завидная невеста, и богата, и прелестна. Русый косы, тонкий стан, хоть бы был один изъян. По хозяйству все умеет, рук в работе не жалеет. И красива, и умна, чем вам, хлопцы, не жена? И пирог спекет румяный, и красивый, и духмяный. Борщ, котлеты, винегрет приготовит на обед. А еще поет, танцует, вышивает и рисует. Ой, сватья я не первый год. Я в невестах знаю толк. И скажу, друзья, вам честно, это лучшая невеста. Вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень нравы первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень нравы первый раз идет. Подойдет, посмотрит, в окно заглянет, ничего за вишней не видать. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. Что это за вишня, что это за хата, что это за зеркало у окна? Что это такое, сердцу нет покоя, где лежит дорожка одна? Он сорвет ромашку, сядет, погадает, скажет он ромашки не тая. Ты скажи, ромашка, любит ли Наташка, любит ли хорошая моя? Ой, любит! Под окном высоким, под окном широким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень травы свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень травы свататься идет. Парень травы свататься идет. Парень травы свататься идет. Невестка мне, Грудни, скажи, пожалуйста, когда борщ варишь, сколько риса нужно ложить? 1 стакан или 1 ложку? Борщ не надо. О, разумница, понимаю, молодец, борщ не надо рис, хорошо. А невеста малого ситна, скажи, пожалуйста, когда муж домой придет, тарелку подашь? Подам. Пустую? Ничего не положишь туда?
еду поставишь, молодец. Скажите, невестушки вы наши, а когда ваши мужья домой придут, уставшими с работы, что первым делом ему скажете делать? Отдыхай, правильно, немножко. Что нужно сделать первым делом? Что? Поцеловать? Ванну приготовить. Если вам нет, тазик воды нагреть, баньку стопить, правильно. Хорошо, ай, молодцы, девицы, красавицы. Поработали головами, а теперь поработаем и ногами. Так, невесты, приготовьтесь, пожалуйста. Вот я начну с заозерья. Невеста, покажите-ка, нужно показать свою стать девичью. Принести водицы суженому с креницы. Все невесты, подходим поближе и показываем стать свою. Родня оценивает и смотрит. Звучит. Запутали. Невеста с богатырского пошла. Следующая невеста. Ветрена у нас идет стать свою показывать. Не заламывая рябину, не вызревши, не сватай девушку, не вызнавши. А какое же приданное у наших невест? Пусть они расскажут, да с сундуком своим добро покажут. Вот, рушник ручной работы. Помоги мне, сваха, разверни. Он красивый и добротный. Вот и скатерть для стола. Вышивала я сама. Много с вышивкой салфеток для застолий и банкетов. И сорочка станет нужной в доме будущего мужа. Я еще из красной глины мастерю себе кувшины. По ночам, когда не спится, вдруг в хозяйстве пригодится. Если муж мой заскучает, вот на чем ему сыграю. Ложки расписные, красивые такие. Интерьер создам уютный. Статуэтки, вазы, куклы и картины на стене. Не одна, а целых две. Шляпу мне сплести не лень для работы в жаркий день. Есть и бусы, и платочек, есть и свадебный веночек. Все приданное невесте в сундуке моем на месте. И, конечно, так и быть, можно замуж выходить. Спасибо. Ох, а тут каков сундук, вот это да! Здравствуй, полоцкий купец. Прихожу и удалец. Погляди на мой сундук. Кольки много речу тут. Есть обрус, как застилать. Есть подушка, крепко спать. Рушников не подлечить, каб заўсёды чистым быть. Вязаны сурветки, вышиваны кветки. Есть пригожие спадницы для дзяўчыны молодицы. Есть карунок из тканины для молоденькой дзяўчыны. Усяго не подлечить, можно замуж выходить. Вечерами мы с невестой не скучали. Приданное готовили, ткали, вышивали. Крючком вязать умею я, вот скатерочка моя. Вот тебе подушка,
Мягкая подушка, чтобы сладенько спалось и веселенько жилось. Какая подушечка, потрогайте. Мягкая. А это скатерть-самобранка, чтобы всегда жили в достатке. Ну, а Трушинская невестка самая не хуже. Да, тоже наша невесточка. Ручки золотые, покажи, какие ты вышиваешь рушнички. А какие тут розочки, прямо як своего сада. А короночки, какие всю ночь брала, старалась. Все пальчики поколола, покажи, який у тебе рушничок. І тепер покажи купцу багатому, які на подушечки накидушечки, які ж цвяточки, листочок листочку, цвяточок до цвяточка, а подушечку пуховую, пяриночку к пяриночці, пушиночку к пушиночці, как гладенько было, легко спалось, мягонько, все как добре было. Дарю я вам в подарок практичную вещицу. С ней сон ваш будет сладок и ночь крепко спится. А в том, что наша невестка трудолюбива, вы убедитесь сами, увидев приданное, которое она приготовила своими руками. Посмотрите, всю ночь не спала, вязала вот такое теплое одеяло, чтобы ночами зимними холодными не замерзнуть милым. Посмотрите, пожалуйста, оцените ее работу. Ну, убедились, что наша невеста мастерица на все руки? Бери, жених, не прогадаешь. Вот это сундук! Вот это сундук, столько добра там. Вот приданное готово. Все перины пышные, новые, все мягкие, как пух подушки, что пойдут мужу под ушко. Одеяло, покрывало, я сама их вышивала. Есть и миски, и тарелки, ведь негоже есть из мелких. Соткала я 3 ковра, ложки все из серебра. Коль соберусь я под венец, полон будет мой ларец. В сундуке есть одеяло с подогревкой пуховой, чтоб всегда тепла хватало летом, осенью, зимой. Одеялом укрываемся и любовью согреваемся. Рано утром с позаранку пусть станет украшением стола эта скатерть-самобранка. Надеюсь, что понравится она. Пир горой всегда опять настанет. Пускай наш стол обогатит, и даже самое простое угощение пускай в деликатес оборотит. И зимой, и в прохладное лето нет ничего надежнее пледа. Им накрывшись, усядешься в кресло, фильм посмотришь поинтересней. Сквознякам и болезням назло по душе разольется тепло. Еще в приданом полотенце, сухим, что было мужа тельца, от душа будет мокрым или от моря. Для тела это лучшее подспорье. Без постельного белья и семья-то не семья. Здесь постелька не без толка, будет ночь нежнее шелка. Если не иметь посуды, жизнь придется очень худо. Так посуда хороша, что споет его душа. Будем вместе угощаться и посудой наслаждаться. Дом пусть будет полной чашей, блюд полна посуда наша. Разобьется, значит, к счастью, уцелеет все к добру. Не грусти над битой чашкой, я осколки соберу. Вот сапожки, их сама вязала, так же, как и то вон одеяло, чтобы бегать по ровненькой дорожке на свидание к мужу в этих вот сапожках. А купцу я дарю мягкую подушечку, чтобы мужа он берег, чтоб муж ее берег как душечку, чтоб на подушке спал и высыпался, добрым словом отзывался. Пусть верной подружкой будет вам даренная подушка, на ней увидит чудный сон, а вдруг днем станет явью он. Даруем подушечку. Сама вышивала. Бабуля навучала. А вот это разом с матулей мы вышивали.
для будучого дитяти. Гэта для свекроўкі вязала. Итак, пояс! Мне луна в окно светила, а я для суженого пояс шила. По длине он небольшой, пока милый холостой. Я его суженому подарю и так ему накажу. Если станет мал тебе, сидя на моей стрипне, поправи, моя беда, пояс я дошью тогда. Ну а вот моя подушка, мне подушка как подружка. Правда, редко очень сплю, и я себя не берегу. Скатерть! Скатерть гладью вышивала, и я суженым гадала. Все на скатерти цветы — это девичьи мечты. Ложки! Вот и ложки тут резные, самые в селе большие. Я ж готовлю все не счесть, будем очень вкусно есть. Список батюшка составил, что ко двору купца отправил. Гусь, гусыня и телушка, и рябая наша хрюшка. Вот так! Деньги матушка копила, честь по чести одарила. Нам осталось приумножить, ведь свое всегда дороже. Это точно! Так что, купец, наша невеста, не промах, выбирай! И это еще не все! Уважаемый купец, вы, надеюсь, не подлец, а порядочный мужчина. Для вопроса есть причина. Мы ж приехали не зря. Чтобы родить богатыря вам смогла сия девица, вам придется потрудиться. И по этой вот причине у приданого аспирина. Мы ее сейчас разложим, вас выведем и положим. Вот и проверим вашу милость, вашу смелость. Попрошу, не боитесь, стерильно, даже муха не сидела. Ну, укладывайтесь. Ай, примерьтесь. Ай, Семяткова. А чё, ты гусиный же пух, а не перо. Вам тут добро? Михайловна, может, и сама? День. Мы приехали до вас з Гушлік. Вось моя подушка. Я вельмі люблю вандраваць, таму я падрыхтавала дорожны варыянт для вас. Вось. Кашуля для моего будущего мужа, каб был самый красивый. Ну, гэта моё платье. Я ж тоже прыгожая, ладная дзяўчына. І гэта святочная моя сукенка. Рушнікоў на ўсе святы наткала. Ткала, вышивала усе зімовыя вечары, зусім у адзіноце. А брус хоць Богу на стол клади. Маленькие лялечки для будущих лялечек за льну. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Еду, милый, к тебе, верю и не верю. Я с приданным сундук долго собирала для того, чтобы я счастливой стала. У меня полезные здоровья, не один, а несколько пар. Вот тебе носочки мой, настоящий это продукт. Не за нашим именем надо трассы не реби. Подарю потом я еще, чтобы было хорошо. Выбирать подарок свекру очень долго не пришлось. Подарю ему подушку, хорошо, чтобы спалось. И на этой он подушке будет сладко
будет про невестку вспоминать. И свекровь забыть мне нельзя. Говорю вам честно, чтоб царила в доме любовь, а царить мне нужна свекровь. Я ее заочно люблю, потому я ей подарю, а души я ей подарю эти вот салфетки. Ну, перш-наперш, прыміце ад нас у дарунак вось гэты салодкі падарунак. Частуйцеся, калі ласка. І мы до вас приехали не с пустыми руками, а с полными добра сундуками. Сундуки наши непростые, это все ручная эксклюзивная работа. От нашего Анатолия Ивановича, от не какого-нибудь Федота. Это вот корыто, каб сям'я была вся сыта. Покажи невестушка усім. А вот это молоток. Каб з молодого мужа у хаце был толк, каб мог и гвоздь забить, колись потребится. Покажи невестушка. А вот это толкушка. Это каб у молодого мужа была добрая игрушка. Калі не будзе яго такой игрушки, дык получыць он гэтай толкушкой. Покажи, коллега. А гэта ёй у пасах постельные речи. Каб молодые грэліся ў постели, а не на печи. Покажи, калі ласкуся. Ну, а вось гэта удар мы дорам. Гэта падарунак для полацкага купца добрага малайца. На нас падласць. Что у нас яшчэ тут маецца? У нас яшчэ маецца вось такі цудоўны гаршчок. Каб у маладых першым нарадзіўся сынок. Покажи, яшчэ маецца у нас у прыданні вось такая подушка, каб а пасля ў іх нарадзілася дачушка. Ну і, конечно ж, вот такая цёплая колдра, каб у маладых усё было добра. Покажи, калі ласка. Ну і таксама у нас ёсць мех, каб у іхнай хаце чуўся толькі смех. А не ну, гэта вось кружка і іншая посуда. Гэта каб свякроўка не была паскуда. Ну и, конечно же, эксклюзивные корали над дверами повешают над уходом у хату, как у господарцы у ихной ничего не крали. Ну, а зараз я вам покажу тое, что висит, болтается и кожный за его хватается. Рушник. Ну, а гэта медные, срэбные и золотые гроши. Потрымайте, калі ласка. Гэта каб муж был богатый и хороший. Вось. Ну, и калі наша невесточка будзе вам люба, и справа дойдзе до шлюба, то наша невеста не будзе белоручкой. И у ЗАГСе жаних с невестой распишутся вось гэтай алтаручкой. Можете поспробовать и напишите, денничая. А вось гэта вось шлюбный пястёнок, сувенирный. Как наша невеста себе тут дошла, себе доброго жениха. Шлюбный пястёнок, как до души был миллионок. Ну что же, девчонки, поддержим нашу дружину жениха! Поехали! Каждый своего! Есть один. Первый вы были, первый, да, нога, видел, все, выходим. Да, было, жень, да, было, видел. Ну что ж, поехали дальше. Дружина жениха, девушки, поддерживаем! Ну-ка! Тихо! Есть! Еще один. Ну что ж, все меньше остается наших дружинников и все больше интереса, кто же выиграет. Девушки, поддерживаем! Поехали, хлопцы! Давай, молодцы! Ну что,
кого разорвалась первая? Вы вместе остались, хорошо. Значит, вы присаживайтесь, молодые люди. Ну что ж, в равном бою вы должны сплеснуться. Так, друг напротив друга. Есть! Насколько я понимаю, это молодой человек из Островщины, правильно? Наверное, ты и есть жених-то. Нет, это не жених. Нет. Да. А все ребята молодцы, да удальцы. Да. Но тогда где же жених? Заждались мы его. А чего ждать-то? Вот он! Встречайте жениха нашего! Вот такой у нас жених! А у стола вы знаете, что 4 угла, а в каждом углу по 4 рубля, а посередине-то 10. Эх, друже, не скупись! Ну-ка! Так. Сколько тебе надо? Сколько? А? Говори! Невесты наши все бесценные. Бесценные! Что-то как-то слабоват у тебя мешочек. Не слабовато. А Это сдали так кажется. У нас хата богата, так что не слабовато. Может быть, там чистое золото? Говори. Карманы не пустые. А в голове-то пусто или густо? Вот смотри, вот уже девочка хочет тебе загадать. Не отгадаешь ты нашу загадку. А почему жених идет к кровати, когда хочет спать? По полу идет жених. Да. Ты смотри, и правду угадал. Да. А кто еще хочет загадать? А вот еще одна девица-красавица. Так. Кто идет, оставаясь на месте? Дорога идет. Какой смышленый! А давайте-ка еще проверим последнюю загадку. Отгадай нам. Можно ли в решете принести воду? Можно? Коли она замерзла, можно ж ее принести? Можно, да? Ну. Ты смотри, какой смышленый. А давай-ка мы его еще проверим. Фальшивый дали! Так, придется тебе толком... А остальное после свадьбы забью! Что проблема? Купец возьмем. Оставить решили! Что ж ты не научился на гвозди бить? Ну-ка, дружка, доделай за него работу, помоги ему построить. Аж ты хитрая какая! Ну, так У мы нас так- время много, пей сколько хочешь! Мы такую работу не принимаем. Не принимаем? Нет. А ты хитрая какая! Мы невест своих за такого жениха никогда нет. Так. Да что ж так? Так, идем наши женихи криворукие. Ну-ка. Ура! Покажи всем, кто справился. Покажи, справился. Ай, да, молодец. И, конечно же, праздник этот состоялся прежде всего благодаря нашим свахам, благодаря их красноречию, что они так представили своих дорогих невест. И, конечно же, хотелось бы отметить нам лучшее. Дипломом третьей ступени вручается свахе Застровшинского сельского совета. Дипломом другой ступени вручается свахе из Малосетнянского сельского совета. Вручаем вам статус-самобранку, чтобы у вас всегда были красивые Дипломом невесты. первой ступени вручается свахам Зеленковского сельского совета. Даруем вам кувшинчик меда, чтобы вы его сладко испили и речи классно говорили. Ой, спасибо. По сведчению присвоения титула невеста-красавушка вручается Саазинскому сельскому совету. Невеста Лебедушка, Богатырский. Невеста Пастакуха, Островщина. Невеста Пягуня, Ветрина. Невеста Разумница, Гораны.
Ну что ж, сынок, нашли тебе невесту. Где же она, батька? А вот мы посоветовались и решили отдать главный приз и тебе невесту из Малого Сиина. Сейчас устроили смотрение, а по весне поедем, наверное, ж мы у сваты в Малое Ситно.